выборы, которые должны состояться в народное собрание, да, возможно, они извлекут уроки из этого позора, связанного с Илоном Шором, когда автономия, так сказать, польстилась на его безудержный популизм и подачки. Но это еще не значит, что и центральная власть, и наши сограждане из гагаузской автономии готовы инициировать тот диалог, по итогам которого не только будет изменено законодательство, но и сами жители автономии сами себе ответят на вопрос, зачем нужна эта автономия. Потому что если сегодня хочешь, чтобы на тебя натравили всех собак в социальных сетях и так далее, нужно сказать, а может быть, автономия — это в первую очередь культурно-национальной должно быть автономия. И сразу поднимается истошный визг. Нас хотят свести к уровню танцев и песен. Но я говорю, ребята, а когда 2 февраля 2014 года вы по указанию Москвы организовали провокацию под названием «референдум», это что, принесло вам счастье? А когда молодых людей из гагаузской автономии вербовали и отправляли в лагеря по подготовке боевиков в Ростове-на-Дону, это как? Принесло вам счастье? Для этого автономия? А когда 13 ноября 2020 года Ирина Влах организовала в Камрате позорный митинг, и там не только по поддержке Игоря Додона, бог с ним, с Игорем Додоном, но там же была совершенно такая криминальная компонента «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой черную, с проклятой Ордой». Эта песня звучала над площадью. Фашистская Орда и сила черная — это были граждане Молдовы, которые поддерживали Майю Санду. И вот, к сожалению, вот эти вещи, они не только остались безнаказанными, я не стремлюсь к решению всех проблем через уголовные дела, но центральная власть не смогла наладить такой диалог трудный, который не может уложиться в один избирательный мандат, но который все-таки приведет к изменению ментальности наших сограждан из гагаузской автономии.